Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о пожаре, произошедшем на фабрике по улице Гладилова. Когда произошел пожар, находились только те люди, которые проводили сварочные работы. В чем причина? Покажем, почему водитель автобуса применил экстренное торможение. Получается, что все-таки он понял, что на тормозах надо жать, и затормозил, поэтому нет столкновения. 78-летний пенсионер госпитализирован в больницу. Раскрыли в кратчайшие сроки. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ваш идеальный велосипед. Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже велосипеда. Это и не только в ближайшие 10 минут. Густой черный дым, окутавший небо Казани, напугал жителей сразу нескольких районов города. Днем на улице Гладилова загорелся один из цехов кожевенного завода. К моменту приезда пожарных второй этаж здания был охвачен огнем. Все, кто находились внутри, покинули помещение самостоятельно. На месте происшествия побывала Нафиса Минязова. Приехав на место происшествия, сотрудники МЧС незамедлительно организовали оперативный штаб. Еще в первые минуты спасатели узнали предварительную причину пожара. По предварительной причине пожара нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. По версии очевидцев, пожар начался в цехе кожевенного производства на втором этаже. Там, по некоторым данным, хранились лакокрасочные материалы. Позже огонь перекинулся на крышу. По предварительной версии, площадь возгорания была больше 250 квадратных метров. Еще до приезда огнеборцев 22 человека самостоятельно покинули задымленное здание. К счастью, сообщений о пострадавших не поступало, однако, несмотря на это, кареты скорой помощи все же дежурят на место происшествия. Пожарные смогли справиться с огнем в течение получаса. Ущерб устанавливается, проводится проливка. И выясняется, работают дознаватели. В кожевенном производстве подтвердили, в результате инцидента никто не пострадал. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. 78-летний мужчина оказался в больнице после падения в автобусе 10-го маршрута. Инцидент произошел сегодня утром на улице Адаратского. По рассказам очевидцев, водитель многотонника, двигаясь по своему маршруту, неожиданно применил экстренное торможение. Объяснял тем, что таким образом хотел избежать столкновения с подрезавшей его иномаркой. Впрочем, водитель автомобиля Hyundai такой поворот событий отрицала и рассказала о своей версии произошедшего. О них Айрат Назипов. Подрезали? Да. По одной из версий, все произошло по вине водителя автомобиля Hyundai Solaris. Якобы иномарка подрезала автобус, из-за чего тот резко остановился. В салоне многотонника в этот момент находилось 15 пассажиров. Одному из них впоследствии потребовалась помощь медиков. Увезли пострадавших. А мужчина, да, как пострадал? А сильно? 78-летний мужчина во время экстренного торможения не удержал равновесия и ударился о поручни. Пенсионер с подозрением на ушиб грудной клетки госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Даже не поняла, что у меня что-то есть. Я потом уже проехала чуть подальше. Вышла просто посмотреть. И вижу, что какая-то суматоха началась. Да. Увидев, что произошло, автоледи, управлявшая иномаркой, развернулась и подъехала к месту ДТП. Свою вину в произошедшем она не признавала и даже наоборот перекладывала вину на водителя автобуса. Девушка отметила, что не нарушала правил дорожного движения. Я включила поворотник, он меня видел. Просто он продолжал ехать все равно прямо, а я повернула направо. Свою версию произошедшего обоим автомобилистам, вероятнее всего, придется доказывать автоинспекторам. Автобус был оборудован видеорегистратором. Учитывая, что в момент ДТП, вероятнее всего, попал в объективы камеры, найти виновного не составит труда. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. В Набережных Челнах задержали 17-летнего молодого человека по делу о смерти мужчины. Напомним, все произошло еще 17 июля в 32-м комплексе города. По версии следствия, 49-летний житель Автограда сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки во дворе жилого дома на детской площадке. Словесная перепалка быстро переросла в драку. В ходе нее мужчина потерял сознание и впоследствии скончался. Согласно результатам исследования, установлено, что причиной смерти мужчины стал инфаркт миокарда. Кроме того, экспертиза показала наличие на его теле травм, нанесших ему тяжкие телесные повреждения. В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Сразу два наезда с участием малолетних детей произошли сегодня днем в Нижнекамске. Оба ребенка попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе. В результате происшествия дети отделались лишь ушибами. Подробности в следующем репортаже.
Сразу после аварии на место вызвали бригаду медиков. Их помощь потребовалась 11-летнему велосипедисту. Чтобы убедиться в том, что у мальчика нет внутренних повреждений, его доставили в травмпункт. Сам ребенок находился в эмоциональном шоке. В таком же состоянии пребывал водитель. Да вообще оттуда летел с той стороны. Вообще даже не видел. На пешеходе остановился, дернулся был и въехал в меня. Даже испугался, даже не понял. Удар. Так это он в вас ехал, а не вы в него? Нет. А как вообще мальчишка сильно пострадал? Это, слава богу, все нормально. Переживаете? Да, естественно. По рассказам очевидцев, ребенок не переходил дорогу пешком, а пересекал его на велосипеде. Не только детям, но и взрослым при проезде пешеходных переходов обязательно нужно спешиться, слезть с велосипеда, только пешком, только не торопясь, оглядываясь по сторонам. В другом случае пострадал 2-летний малыш, но в этой ситуации виновным с большей вероятностью признают водителя легковушки. По предварительной версии, автоледи, выполняя поворот, не убедилась в безопасности маневра и наехала прямо на коляску. Учитывая, что скорость была небольшой, мальчик отделался ушибами. Айрат Назипов, Наталья Лушникова, Фахри Исламов, вызов 112. Внимание! Розыск. В Татарстане ищут без вести пропавшего Латыпова Шамиля Максумовича, 1949 года рождения. По предварительным данным, мужчина, проживающий по улице Малая Крыловка в Казани, ушел из дома 26 июня прошлого года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. На вид ему около 60 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо смуглое, глаза голубые, нос большой, губы средней толщины, волосы седые, короткие, имеется лобная залысина. Мизинец на правой руке не разгибается, постоянно находится в согнутом виде. Мизинец на левой руке частично в полусогнутом положении. Был одет в серую рубашку в клетку, черную футболку с белыми лампасами, спортивные штаны темно-синего цвета и в галоши черного цвета. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, следователи просят звонить по указанным номерам. Раскрыли в короткие сроки. Полицейские Казани задержали подозреваемого в краже велосипеда. Им оказался 25-летний ранее судимый житель Чувашии. Молодой человек своей вины не отрицал и заявил, что пошел на преступление ради легкой наживы. Как действовал предполагаемый злоумышленник и какие эмоции испытывал владелец двухколесной техники после возвращения велосипеда, расскажет Алина Мусина. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы ваш идеальный велосипед. Свой велосипед владелец получил спустя сутки с момента кражи. Мужчина рассказал, что хранил двухколесную технику в подъезде одной из многоэтажек Московского района. Посчитав, что защитный трос, привязанный к велосипеду, гарантирует безопасность, оставил его без присмотра. Свое мнение поменял утром, когда не обнаружил ни имущества, ни велозамка. Тогда же и обратился в полицию. В короткие сроки подозреваемый был задержан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее преступление. Им оказался житель Чувашской республики 25 лет. В отношении него избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде. По версии полицейских, проникнув в подъезд, подозреваемый без проблем справился с велосипедным замком и уехал на краденом транспорте. Учитывая, что он попал в объективы камеры видеонаблюдения, поймать предполагаемого злоумышленника не составило труда. После задержания мужчина свою вину признал и рассказал, что совершил преступление ради легкой наживы. Похищенный велосипед стражи порядка изъяли и вернули владельцу. Скажите, пожалуйста, по каким признакам вы опознаете его? Ну, велосипед — это моего ребенка, он лучше знает, какие признаки, как он говорит здесь. Сломанный звонок. Сломанная защита звезды. В том, что он снова увидит свой велосипед, мужчина не сомневался, но не ожидал, что так быстро. Пообщавшись со следователем, с оперативным работником, я, если честно, полностью уверен, да? Что успех будет возвращен. Ну, когда позвонили, скажите, обрадовались? Очень обрадовался, да. Всего с начала года в столице республики украли 180 велосипедов. Помимо подъездов легкой добычи, двухколесный транспорт становится на улице, в основном около магазинов. Алина Мусина, Ленар Гинатуллин, вызов 112. Полицейские Казани прочитали лекцию к 95-летию со дня образования полка патрульно-постовой службы. Ее слушателями стали воспитанники социального приюта «Гаврош». Детям рассказали об особенностях работы в полиции. Ребята узнали, когда появилась профессия постового, как проходит рабочий день сотрудника патрульно-постовой службы и какие специальные средства и приемы используют при задержании злоумышленников. В этом году у нас 95 лет со дня образования службы. В связи с этим мы приехали к ним, рассказали, чем отличается наша служба от других служб, подарили им буклеты.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте его в судьбе. Вдруг она его примет.